Мин хаман яшимеле, кеше булып кана, кыш булалар мен ахра, кабат туып кана. Рифат Зарипов белән җырладым мин, Казан егетләре белән җырладым мин, Мөнир Рахмай белән җырладым. Бөтенесен артистларны мин яратам. Нәрсә тыңда хыялланасың? Чтобы аягында мин җирсә, аягым белән топ-топ нитергә. Әйе. Мы учимся в обычной школе, но по состоянию здоровья мы немножко не как все. Тимур, к сожалению, не может ходить, и мы не видим. Но, несмотря на свои заболевания, Тимурка занимается вокалом, очень активную жизнь мы ведем. Поем на всех благотворительных концертах, выступаем на всех конкурсах. Сегодня пришли поддержать благотворительный фонд «Закат» с двумя песнями. Это «Яшеридем» и «Аллилуйю». Но «Аллилуйю» мы ее первый у нас выход. Ее услышат в исполнении Тимура первый раз и под живой оркестр 18-й музыкальной школы. По щеке и каждый вздох как будто аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Если честно, реакции бывают всегда разные. Сначала думают, такого ребенка привезли, ничего никак. А когда выходит на сцену, когда начинает петь, потом уже вся сцена, все зрители начинают аплодировать. Помощь от государства. У нас есть лечение по реабилитации, мы проходим 2 раза в год. К сожалению, этого не хватает. Мы вынуждены обращаться в благотворительные фонды. И если бы, конечно, не помогали они, тяжело очень поднять на ноги такого ребенка. Потому что те суммы, которые выставляют реабилитационные центры частные, они неподъемные для нас. Он на таких эмоциях возвращается с каждого концерта, что он нужен, что он может нести в массы свои способности, что мы не закрыты в 4 стенах, и мы везде. Владимир, анарга хәзер 9 яшь, без коррекцион мәктәптә укыйбыз. Мы с нашим диагнозом детский церебральный паралич не можем учиться даже в той коррекционной школе, к которой мы относимся. Мы учимся на домашнем обучении сейчас по той причине, что элементарно нет лестниц, лифтов и каких-то таких вот подъемных элементов конкретно по диагнозу. Хотя вроде бы школы коррекционные, но доступная среда еще там только на самых ранних порах. Да, и мы бы очень хотели учиться в обычной школе. Мы, конечно, немножечко ошиблись сами, выбрав коррекционную. Нам надо было изначально идти в обычную школу, потому что сейчас, в принципе, в обычных школах создаются все условия. Вот мы были в этом году на общеобразовательном форуме в Кукмаре, где было показано, что планируется и как оно будет развиваться. Лечение, которое с каждым годом становится более доступным, раньше такого не было, потому что сейчас даже платные центры как-то стараются выиграть гранты, чтобы наши дети лечились у них бесплатно. Это тоже приятно, этого раньше не было. Раньше бесплатно можно было лечиться только в больницах государственных, поликлиниках. 3 реабилитационных центра, которые работали в Казани, это «Здравушка», «Солнечный» и «Апрель». И, в принципе, это все на Казань. Сейчас же присоединилось много платных реабилитационных центров, в которых также в рамках можно попасть бесплатно. Это радует. Счастье. Счастье, наверное, это видеть улыбку своего ребенка. Несмотря на трудный диагноз, просто видеть его улыбку. А мечта, наверное, это все-таки видеть своих детей счастливыми, состоявшимися в будущем с профессией, с какими-то увлечениями и видеть своих детей, живущих полной жизнью.